حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. Уважаемый Хабиб, как отвечал посланник личным оскорблениям? Каким был пророческий метод ответа на оскорбление? Есть господствующее обращение над всем, что касается его смысла. Это основа его миссии, саллаллаху алейхи вассалам, основа его сотворения. Это то, чем Аллах особо выделил его. Всевышний Аллах говорит: «Мы не спаслали тебя лишь как милость для миров». Аллах не сказал для мусульман, не сказал для уважаемых людей, а сказал для миров. А в это понятие входит все сущее. Самое меньшее — это все люди и джинны и ангелы. Аллах сказал ему: «Мы не спаслали тебя лишь как милость для миров». Далее, эта милость проявлялась множество раз в жизни, которую проживал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, во взаимоотношениях с теми, кто уверовал в Него и был с Ним, и с теми, кто уверовал в Него и проявлял небрежность или оскорбил Его, а также с теми, кто не уверовал в Него, но был с Ним, а также с теми, кто не уверовал в Него и нападал на Него. Разнообразие этих форм, которые окружали Его, представляет собой зеркала различной формы, в каждой из которых отражался смысл, а именно: «Мы не спаслали тебя лишь как милость для миров». Мы слышали, что он, саллаллаху алейхи вассалам, слышал оскорбления от неверных курайшитов. Тогда Абу Бакр разозлился и захотел было ответить им. В то время, когда они оскорбляли его, говоря о нем как о порочном человеке, Абу Бакр ас-Сиддик хотел ответить им, но пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорил ему, что они говорят о порочном человеке, а я же Мухаммад, хвалимый. Ты не обращай на них внимания, ведь ты в более великом состоянии. В других случаях мы видим, как он, саллаллаху алейхи вассалам, указывал поэтам, чтобы они ответили им. Давайте подумаем, почему в одном случае он замолчал, а здесь попросил ответить? Почему? Потому что в первом случае он видел, что оскорбление в его адрес представляет собой искажение его призыва через нападение на его личность. Средством того времени, средством информации того времени, как об этом на днях говорил шейх Усама, была поэзия. Наш Хасан ибн Сабит, Абдуллах ибн Раваха и многие другие сподвижники, поэты отвечали им, а пророк их поддерживал, просил Аллаха поддержать их, дать божественную поддержку. В ином смысле просил поддержать Джибрилем. В том смысле, что такого рода объяснение, опровержение, ответ или защита связана с ненавистью по отношению к истине, которая представлена пророком, саллаллаху алейхи вассалам. Третий вид оскорблений, который был обращен к нему, саллаллаху алейхи вассаламу, представляет собой избиение, удушение. Ведь был случай, когда подошел один и начал душить его. Ведь были те, кто бросал камни, которые поранили его благородные ступни. Он же обратился к Аллаху, это была ответная реакция. Он не ответил оскорбившему его, а обратился к Аллаху словами: «О Аллах, я жалуюсь тебе на свою слабость, беспомощность свою и на свое унижение от людей». Когда жаловался Аллаху, он не жаловался на оскорбление людей, а сказал о своем унижении, обратился к себе. Этим он учил нас тому, что следует обратиться к самим себе при обращении к Аллаху, когда нас оскорбляют. «О Аллах, Ты Господь униженных, Ты мой Господь». Потом он превращал это в довольство Аллаха, был получен ответ. Пришел ангел и предложил ему обрушить на них 2 горы. Это горы, которые окружают Мекку. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Нет, я надеюсь, что от них появится потомство, которое будет верить в единого Аллаха и не будет предавать ему сотоварищей». Это те, которые оскорбляли тебя, душили тебя, избивали тебя, положили нечистоты на твою благородную шею, когда ты совершал сужда, а с твоей стороны не было никакого ответного оскорбления. Ты всего лишь захотел спасти их из темноты и привести в свет. Но все же он говорит тем, кто оскорбил, что он надеется, что от них появится потомство. То есть, если даже от них нет пользы, то я надеюсь, что из их потомства, то есть из их детей, выйдут.
Если даже от них не будет пользы, я все равно этой милостью желаю, чтобы из их потомства вышли те, кто помогает религии. Так Икрима являлся потомком Абу Джахля, Сафван являлся потомком Умайи. Они водили армии, вели умму вперед и дали победу этой религии. Четвертый вид обращения пророка с такого рода оскорблениями заключался в том, что он, саллаллаху алейхи вассалам, приказал наказывать. А наказанием того времени было убийство. В чем причина такого решения, когда в одном случае ничего не предпринимал, в другом попросил ответить, а в третьем обращался к Аллаху наставить тех, кто оскорбляет? Почему же здесь он решил наказывать, а наказанием было убийство? Почему? Потому что тот человек мобилизовывал, собирал армию против мусульман. Он готовился к сражениям, в которых могла быть пролита кровь многих. Убийство этого человека останавливало убийство сотен людей. Такое поведение также является проявлением своего рода пророческой милости. Даже в то время, когда все они оказались в его руках в Мекке, он сказал: «Что вы думаете, что я сделаю с вами?» Они ответили: «Ты наш великодушный брат и сын нашего великодушного брата. Мы ждем от тебя добра». Это известная история. «Идите, вы свободны». В чем смысл такого разнообразия реакции пророка? Смысл такой реакции в том, что вопрос заключается не в отмщении, не касается ответных действий, не касается личных дел, а лишь связано с поведением светлого человека. Это состояние мы тоже должны пережить с одним добавлением того, что ненависть ради Аллаха не является личным делом. Он не хочет отмщения, он не хочет защищать себя, а в отношении нас самих это означает защиту ради Аллаха в разъяснении истины. Но обрати внимание на один момент. Во многих случаях мы путаем защиту ислама с защитой самих себя. Тут огромное отличие между работой этой и той работой ради защиты посланника Аллаха. Есть отличие между защитой посланника Аллаха и защитой своего посланца. Мы часто слышим слова «наш посланник», «наш пророк», «наша книга», «наша религия». Это местоимение, указывающее на самих себя. Молодые говорят про него эго. Я злюсь, потому что это касается меня, подобно тому, как я злюсь ради своего племени, своего джамаата, своей партии, своей машины, своих детей. Нет же, злоба ради пророка величественнее, чем все это. Поэтому нам следует обратить внимание на необходимость разделить понятия. Почему я затронул такой глубокий смысл, такое тонкое замечание? Потому что наше поведение подвержено влиянию этого дела. Когда мы злимся ради посланника Аллаха, то наша злоба связана с довольством Всевышнего. А когда мы злимся ради нашего посланника, тогда мы будем злиться нашими состояниями, мы будем ломать, причинять неудобства, мы будем думать, желать, чтобы небо свалилось на голову тех, не просто на них, даже на страну, которая сделала это общество, в котором совершено такое. Это случается, когда перепутаны понятия посланника Аллаха и наш посланник. Мы должны обращаться с такого рода событиями, учитывая, что дело касается посланника Аллаха, а не нашего посланника. Он не наш посланник, наоборот, он посланник Аллаха, посланный к нам. Разница велика. Позвольте мне показать девушек из Дании, которые посмотрели в интернете нашу передачу. Давайте посмотрим, что они говорят. Через услышанное, а также через разговор и действия Хабиб Али Джифри, я поняла, что этот человек, если он действует так, как действовал пророк Мухаммад, если Хабиб Али Джифри совершает какие-либо действия, руководствуясь путем посланника Аллаха, то ничего не остается, как полюбить этого человека, полюбить посланника Мухаммада. Это впервые я понимаю ислам с такого ракурса. Я вижу великодушие, благородство, и я верю, что это и есть сущность ислама. На основе этого я могу общаться с ним. Мы можем использовать любовь как средство понимания друг друга. В последние дни, поверьте мне, я начала не видеть различия между пророком Мухаммадом и пророком Исой.
Мы только что услышали мнение девушки из здания. Это когда было? Прежде чем ответить, я хотел бы спросить Усаму. Мне кажется, что он впервые слышит о подобном поведении. Что ты чувствуешь, когда видишь такое, учитывая, что они из Дании, и никто им не запрещал распространять карикатуры, прежде чем приехать в Абу-Даби? Позволь мне спросить тебя, Усама. Мы знаем об оскорблении в адрес пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые имели место после его смерти. Что делали сподвижники в таком случае? Позволь мне спросить тебя, Усама. Мы знаем об оскорблениях в адрес пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые имели место после его кончины. Что делали сподвижники в таком случае? Есть несколько моментов, которые пришли мне в голову, и о которых говорил Хабиб Али Джифри. Форма пророческого поведения в отношении такого рода оскорблений заключалась в том, что он, саллиллаху алейхи вассалям, направил информационную, громкую, доходящую до людей работу, которая стирает мысли об оскорблении из умов людей. Как? Он попросил нашего господина Хасана высмеять их в касиде. Наш господин Хасан был поэтом. А до этого мы говорили, что поэзия в то время была очень эффективна, сильна. Наш господин Хасан не был одним поэтом нашего посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Абу Аль-Хафс ибн Саид ан-Нас, великий хафиз, автор книги «Асьер ва уюн аль-Асар», написал книгу под названием «Аль-Минах ва аль-Миджах». В ней он собрал поэтов, которые окружали нашего господина Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Он насчитал 130 сподвижников. Каждый из них талантливый поэт. Один поэт представлял собой информационную трибуну, спутниковый канал, газету, полноценный сайт с тем же весом, которым обладают сегодня эти спутниковые каналы, или многотиражная газета, или популярный сайт. Значит, тогда было 130 спутниковых каналов, или 130 газет, или 130 интернет-сайтов, которые служили пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Они отслеживали все, что появлялось в идейной, культурной среде, то есть в культурной идейной среде мусульман. Затем мгновенно подготавливали информационное сообщение или же кричащую касиду, которую распространяли всадники по Аравийскому полуострову. И его влияние сохранялось по истечении десятки и сотни лет. Иными словами, если мы хотим придерживать этого метода сподвижников, радиаллаху анху, и хотим перенести на нашу сегодняшнюю плоскость в виде положительной, конструктивной работы, то с нас требуется снять фильм, который будет финансироваться. Фильм, который длится 13 минут, стоит $15 тысяч. Катар объявил, что снятие высококачественного фильма стоит $500 миллионов. Это один из примеров. Уважаемые братья, мы хотим, чтобы у нас была сильная информационная площадка. Не ради нападения или ради наглости и бесстыдства, не ради оскорблений в ответ на оскорбление, а наоборот, как говорил поэт, он становился грубым, а я мягким, подобно ветке, сжигание которой давало аромат. Наш господин Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, сказал вечную фразу тому, кто начал его ругать. Наш господин Хасан, он же господин своего народа, он же внук нашего господина посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он же правитель правоверных, пятый праведный халиф, по мнению некоторых ученых, таких как Хафиз ибн Касир и Хафиз ибн Суюты, которые говорят, что он пятый, а Умар ибн Абдул-Азиз шестой. Этот наш господин Хасан, это великий имам, сподвижник, был оскорблен одним наглецом. Он спросил его: «О, Хасан, если ты ответишь мне одним словом, то я же поношу тебе 10 такими». Наш господин Хасан ушел и в ответ сказал: «Поистине наказание того, кто ослушался Аллаха в отношении нас, есть повиновение Ему в этом». Это и есть мерило, это и есть пророческие весы. В голову приходят некоторые мысли, и это одна из них.
Уважаемые братья, у нас должно быть несколько методов того, как поступать с таким событием. Надо иметь дальновидный взгляд. Нужен соответствующий времени и своевременный подход, который погасит пламя, и который подвинет нас к составлению плана действий, результат которого может проявиться через месяц или через 3-4 месяца. Я задам вам вопрос. Вы, как мне видится, более сведущи в этом вопросе. Сколько каналов на русском языке, которые раскрывают русским красоту этого благородного шариата, красоту пророческого пути, нравственность? Или на английском, японском, урду и так далее? Запад или некоторые западные люди, имея корыстные цели, стараются оскорбить пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Из-за женитьбы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на Айше, которой было 9 лет, подвергают сомнению откровения. Они также утверждают, что ислам распространился мечом. Усама. Итак, во-первых, посмотрите, был оскорбительный фильм, а до него были десятки таких действий. Если мы рассмотрим их на одной площадке исследований, то обнаружим, что таких действий было 10-15 повторяющихся, проблемы на различных языках. Я же для себя принял решение, что в каждом маджлисе, каждом уроке, каждой лекции, в которой я буду присутствовать, я буду добавлять к каждой книге, которую я читаю, или к уроку, который я читаю, или в лекцию, в которой я участвую, я добавлю опровержение какому-нибудь сомнения, чтобы исполнить, раскрыть суть, которую необходимо раскрыть, и раскрыть, обнародовать факты, которые, обнародовав, будут поражать людей. Давайте приведем пример того, распространился ли ислам мечом или нет. К слову скажу, что очень много разговоров вокруг этой темы. Я отвечу на них различными способами. Но сегодня давайте затронем некоторые стороны. Когда я сижу один и читаю, и вижу эти факты перед собой, то я начинаю стесняться нашего господина пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Уважаемые, почему эти факты неизвестны другим? Почему мы не доносим их? Например, послушайте. Наш господин пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своей благословенной жизни вступал в 80 газаватов и сария. Есть разница между газаватом и сария. В газаватах господин рода человеческого, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был командующим войсками, подобно битве при Бадре и Ухуде. А сария — это тот поход, в котором он назначал вместо себя сподвижников, радиаллаху анхум. Во всех 80 газаватах не произошло сражения, кроме как в 7. Это во-первых. А во-вторых, в тех 7 газаватах, в которых произошло сражение, количество убитых мусульман составляло 139 человек. И это было в 7 газаватах. А убитых неверных было 112 человек. Итого сколько в целом убитых? 251 человек. Если мы распределим 251 человек, то есть всех убитых во всех битвах, на все 80 газаватов, то получится, что в каждом газавате погибало 3 человека. И только, да, в течение 10 лет, со дня хиджры и до конца жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Чтобы было понятно, что означают эти статистические данные, которые мы приводим. К слову скажу, что 251 человек все же намного меньше, чем количество смертей в результате дорожных аварий, в среднем по величине города, в течение 1 года. Вот еще более странное. Первая мировая война с 1914 по 1918 принесла 37 миллионов пострадавших, из которых 8 миллионов убитых. Вторая мировая война с 1939 по 1945 год 62 миллиона убитых. Вы знаете, что согласно статистическим данным, эта цифра составляла 2% населения всего земного шара в тот период. Это было во Второй мировой войне, которая длилась с 1939 по 1945 год. У нас 80 газаватов, в 7 которых были погибшие, и их было 251 человек. Итак, где этот меч? Где участие меча?
Я не вижу, где участвовал меч. Давайте послушаем еще более странные факты. Где произошла битва при Бадре? Это рядом с Мединой. Не пророк собрал своих воинов и направился сражаться мечом с ними. Он сидел спокойно в Медине, распространяя религию Аллаха. Агрессоры сами пришли к нему в Медину, а он вступил в бой, защищаясь. А битва при Ухуде где произошла? Была в Медине. Битва Ахзаб и Хандак где произошли? А ты слышал о Газавате в Мекке? Потому что их не было. Где тогда участие меча? Посмотри на статистические данные, еще более странные. Ты спросишь, откуда я взял их? По истечении 100 лет после распространения ислама, количество мусульман в Персии составляло 5%. По истечении скольких лет? По истечении 100 лет. Да, она была во власти мусульман с 20-го года по хиджре. Если ислам распространялся силой, то не прошло бы и 100 лет, они бы обратили их в мусульман. Наш господин Умар ушел из жизни в 23-м году по хиджре. Как это произошло в Андалусии? Давайте вернемся к статистике. Значит, по истечении 100 лет количество мусульман в Иране было 5%, в Ираке 3%, в Египте и Сирии 2%, в Андалусии менее 1%. Позволь, ведь эта статистика поражает. Количество мусульман в этом ареале с Ирака до Андалусии увеличилось до 20%. Когда же? В 185 году по хиджре. Приблизительно по истечении 160 лет. Да, после 160 лет количество мусульман в Иране было 25%. В Ираке количество мусульман было 25% в 225 году. В 275 году, по истечении приблизительно 3 веков, количество мусульман в Египте было 25%, а в Андалусии такой процент был в 290 году. В Иране количество выросло до 50 к 285 году. В 330 году в Египте и Сирии. Когда же достигло до 75%? В Иране. К 285 году ислам был более широко распространен. Чуть далее скажу одну вещь. Это очень удивительно, клянусь Аллахом. Это великолепная умма. Это блестящий человеческий опыт, передовая умма. В 320 году количество мусульман в Ираке составляло 75%. В 385 году в Египте и в Сирии составляло 75%. И к 400 году в Андалусии составляло 75%. Вы знаете, что происходило в обществе? Вот что происходило в обществе. Мусульманин прибыл, осел в Египте. Их было 5, 25 или 75%. И он полюбил дочку своего соседа-христианина и женился на ней. То есть она стала его женой, матерью его детей, которую он любит и уважает. Рождается у него сын, он становится мусульманином. Но его двоюродный брат христианин. Двоюродная сестра христианка. Это та, на которую он женился, полюбил. Это какое общество такое? Люди жили таким образом, и не бывало кровопролития, не бывало агрессии, не бывало репрессий. Посмотрите теперь, после всех этих фактов, которые, вы знаете, откуда эти цифры берутся? Они берутся из статистики, на которую обратил внимание, исследовал, выводил источники только один человек, а именно муфти Египта шейх Али Джума. Он узнал, что есть французский исследователь, которого зовут Саид Вакар Ахмад Аль-Хусайни. Этот человек инженер. Он председатель Ассоциации «Технология и наука в Америке». Получил докторскую степень в гражданской инженерии в 1971 году. Этот человек составил книгу под названием «Воды и энергия». Что же он начал делать? Он начал изучать документы, касающиеся харадж. Что такое харадж? Это имущество, средства, которые перемещались в мусульманской стране в то время. Чтобы раскрыть проблему, чтобы определить, каков был харадж, иными словами, бюджет государства, который двигал дела мусульман, и в Иране он достиг до определенного уровня. Если мы сможем определить объем харадж для одного человека, то мы можем говорить, что объем харадж в то время составлял 5%.
Муфтий приблизительно год изучает эту книгу, чтобы вывести эти результаты. Можно тот же самый вопрос задам? О женитьбе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на госпоже Айше, радбаллаху анха. И было ли ей 9 лет? Но все же я хочу продолжить то, что он сказал одним примером. Монголы, когда они напали на Багдад и разрушили исламский халифат, они были неверными, и они тогда победили. Они победили. Мусульмане в тот период были очень ослаблены, и не прошло много лет, как монголы стали мусульманами, и они теперь стали защищать от крестоносцев. Все их территории татаро-монголов превратились в исламские земли. Если вопрос стоит о насилии и мече, то как это понимать? Посмотрите на карту, вы увидите, что большинство исламских стран, от Индонезии, Малайзии, Сингапура, Восточной Африки, Кении, Танзании, Коморские острова, Западная Африка, Южная Африка, все они приняли ислам без битв. Они принимали ислам в то время, когда исламская политическая власть ослабла. Не было в тот период сильного исламского государства. В таком случае, как можно говорить, что ислам не может распространиться иначе, как через силу и сражение? كيف يقال أنه لا يستطيع الانتشار ولا الاستمرار إلا بالقوة وبالقتال؟ أما مسألة Что касается разговора о женитьбе пророка на своих женах, саллиллаху алейхи вассалам, если подходить рационально, разумно, как говорят, тот, кто желает жениться ради вожделения, то он желает получать наслаждение от многих женщин. Если этот человек еще будет правителем, большим человеком, президентом или королем в ту эпоху, то он из арабских женщин выберет самых красивых девушек, самых молодых девушек и соберет их вокруг себя. А если мы посмотрим на жен пророка, саллиллаху алейхи вассалам, то увидим, что госпожа Хадиджа старше него на 15 лет, госпожа Сауда старше него еще больше. Наша госпожа Маймуна, которая попросила пророка жениться на ней из-за того, что она была вдовой и что она переступила возраст, когда прекращается менструация, она обратилась к одной родственнице пророка, чтобы та поговорила с пророком, саллиллаху алейхи вассалам. Наша госпожа Джувайрия, на ней пророк, саллиллаху алейхи вассалам, женился, и плодом этой женитьбы стало спасение пленников из ее племени. Если посмотрим на нашу госпожу Умму Салама, ее муж погиб, а она была взрослой женщиной, претерпела очень много бед в исламе. Ее сватал наш господин Абу Бакр ас-Сиддик, но она извинилась. Потом ее засватал пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Наша госпожа Хавса была разведенной. Потом ее засватал пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Наша госпожа Хабиб, она была в Эфиопии, и ее оставил муж, бросил ее без поддержки. А она являлась дочерью Абу Суфьяна, лидера неверных курайшитов. Она приняла ислам, оставила величие своего отца и переселилась ради веры и ислама. Пророк отправил к ней людей и женился. Она пришла к нему, и этим он наладил связь с домом тестя, поддержал ее. И, во-вторых, отправил послание Абу Суфьяну, лидеру неверных курайшитов. Если даже между нами есть такие разногласия, все же твоя дочь, которая уверовала, сейчас в безопасности. Ты не найдешь ни одну из жен пророка, женитьба на которой не связана с каким-то смыслом. София, на которую указывают в этом оскорбительном фильме. София, дочь Хуяя, сына Ахтаба. А он был царем иудеев, которые сражались с посланником. Он тот, кто подстрекал иудеев предать пророка в Медине, следствием чего стала битва, и он был убит. Эта женщина, когда убили ее отца, становится пленницей, согласно обычаям того времени. Пророк посмотрел, ведь она была из знатного рода, который восходит к нашему господину Харуну, алейхиссалям. Он сжалился над ней и предложил ей выбрать между тем, что ее освободят, и она сможет присоединиться к своему племени, и между принятием ислама и женитьбой пророка, саллиллаху алейхи вассалам, на ней. Это известная история из книг Ахлю Сунна. Она же сказала ему, что ислам приняла до того, как он поговорил с ней. Она приняла ислам, и пророк, саллиллаху алейхи вассалам, женился на ней. Он однажды возвращался с окраин Медины и подготовил ей место, чтобы она села позади него на животном, постелив свой плащ. Он постелил ей свой плащ. А когда она хотела сесть на этого верблюда, она была низкого роста, хотя верблюд тоже опустился на землю. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, спешился и стал на колени, как это делаю я сейчас, и поднял свое благословенное колено и предложил наступить своей ногой на него, чтобы подняться на верблюда.
Почему я так подробно описываю это? Чтобы мы поняли, что женитьба была оказанием почета. Однажды Хафса, приревновав ее, сказала ей, что она дочь иудея, и она заплакала. Когда пророк спросил, что заставило ее плакать, она сказала, что Хафса упрекнула ее в том, что она дочь иудея. Он ответил, скажи ей, на мне женился пророк, мой отец пророк и мой дядя пророк. То есть ее дедом был Харун, а его братом был Муса. И кто же из вас подобен мне? Это означает, что она жила в почете, она довела послание пророка, саллаллаху алейхи вассалам, до других обществ иудеев, которые не предали его. Она довела послание до всех представителей других верований на земле. Это означает, что религия не является проблемой между нами, чтобы мы воевали друг с другом. Это дочь иудеи, и я почитаю ее. А та Мария Коптская, которая прибыла из Египта, я и ее почитаю и уважаю. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, женился и на ней, и она родила ему ребенка. Значит, вопрос касается комплекса понятий. Это, что касается его и его жен. Я скажу и про Айшу, я не убегаю от ответа, но это касается и нас. Мы видим жизнь пророка в семье, дома с различных ракурсов. Наша госпожа Айша передала нам сторону, касающуюся знаний, тонкие моменты, касающиеся знаний. Это было из-за того, что она была молодой, высокого уровня умственного развития девушкой с отличной памятью. Она больше всех других жен передала хадисы от пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Салама передала от пророка сторону, касающуюся мудрости и рассудительности. Таким образом, каждая из них передала нам какую-то сторону так, как будто мы живем в доме пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Возраст не является вопросом категорическим, это во-первых. Но я признаю, что возраст был маленьким, 9 лет. Это преобладающее мнение, хотя есть разногласия среди некоторых людей. Я не стесняюсь говорить, что это возраст был более вероятный. Но случилась большая ошибка, мы можем это назвать академическим предательством со стороны тех, кто говорит о том, почему и как он женился на малолетней девушке. Предательство в том, что слово «малолетняя» как юридический термин, как определенный возраст ниже 18 лет и выше, это новый термин. Это термин, который употребляем мы сегодня. Этот юридический термин не был раньше. Этот термин, который употребляем мы сегодня, этот юридический термин не был раньше, но это не означает, что человек не был подготовлен психологически, физиологически или социально. Сегодня, когда я вижу девушку 9 лет, не могу представить, что любой уважающий человек может жениться на ней. Я прошу прощения у молодых людей, которые меня не поняли, но все же ты говоришь о другой норме, когда ни тело, ни разум, ни психика не подготовлены для этого. Можем сравнить метод пророка с этим. И не только пророка. Возьмем сподвижников, даже не мусульман того времени, не только арабов, возьмем, начиная от Китая и заканчивая Европой. До последних веков в этом вопросе не было никаких проблем и сомнений. Моя бабушка, я вам сейчас рассказываю, и это не является поверхностным, наивным разговором, вышла замуж в возрасте 12 лет. И после моего отца родила еще 5-6 детей. Она умерла, когда ей было больше 90 лет. Она не была ни разу в больнице, это сторона, касающаяся тела. С точки зрения психики, она была самой сильной среди нас. Когда англичане хотели напасть на дом моего деда из-за того, что мои дяди сопротивлялись им, и не было тогда рядом ни одного мужчины, она сожгла дом, чтобы они не превратили его в свой центр. Здесь не идет речь об оскорблении ее личности. Она не была угнетенной. Я не говорю об этом ради того, чтобы снизить брачный возраст. Давайте успокоимся. Но все же я говорю со всей ясностью, что это входит в религию. Я не требую, чтобы продолжали уменьшение брачного возраста. Все, почти все изменилось. Физиология, психика, даже поведение мужчин не такое, каким оно было во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Использование бедных в пользу богатых. И самое странное, брат, и это большая беда, которая есть, и из-за которой следует просить прощения у пророка. Она заключается в том, что некоторые видят явное порицаемое, единодушно порицаемое в шариате действие. Эта проблема близка с проблемой белых рабынь, когда пожилой бизнесмен, богатый человек, обладающий деньгами, приходит и пользуется бедностью человека у нас в Йемене или у вас в Египте, или в других странах, в которых люди страдают от бедности, приходит, чтобы взять девушку 9 лет. А когда приходят юристы и начинают жаловаться, то выходит кто-то и начинает утверждать, что он какой-то шейх, защищающий религию, говорят, что шариат разрешает это. Шариат говорит, что нельзя вредить ни себе, ни другому.
То, что происходит, называется вредом. Это косность в понимании, которая переносит то, что было в тех веках, и утверждает, что можно давать фетвы подобные, забывая о правилах, по которым жили в те времена. Это и есть проблема, от которой мы страдаем. Грубость, безобразие, которое видят молодые люди из числа мусульман и не мусульман, в действительности не в его поведении и не в его жизни. Да убережет нас Аллах от этого. Грубость в том, какими его представителями являемся мы. Грубость в том, что мы передаем то, как он жил. И еще более грубым является то, что мы часто находим оправдание своим ошибкам. Мы, которые говорим от лица религии, если мы ругаем, оскорбляем, причиняем боль или переступаем границы дозволенного в общении, вместо того, чтобы извиниться от содеянного, мы стараемся приписать это действие к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, или его сподвижникам, или даже к Корану. На это мы должны обратить внимание. عوضا عن أن نعتذر من فعلتنا نحاول أن نلصق ذلك برسول الله وبصحابته بل بالقرآن الكريم. هذا الذي ينبغي أن نتنبه له.